В Сыктывкаре на базе Академии госслужбы стартовала третья международная научно-практическая конференция «Электронная письменность народов Российской Федерации-2021». 2 дня она объединяет специалистов по компьютерной лингвистике и языковым технологиям. Участие в ней они принимают по видеоконференц-связи. Организаторами получено более 90 заявок из самых разных регионов России и даже зарубежных стран. Анастасия Тюрнина узнала, что такое электронная письменность. Специалисты из Коми, Удмуртии, Карелии, Мариэл, Северной Осетии, Алании, Санкт-Петербурга, Москвы, Омска, Кирова. Зарубежные участники представляют Финляндию, Норвегию, Украину, Эстонию, Австрию, Швецию, Венгрию, Латвию, Германию, Казахстан. Все они сегодня присоединились по видеосвязи сначала к пленарному заседанию, затем к работе в секциях. Первая конференция в 2017-м проходила тоже в Коми. Программа третьей обширная. Основные направления остаются традиционными, но и без особенностей не обходится. На этой конференции большое внимание будет уделено инновационным направлениям развития электронной письменности. Речь пойдет о новейших направлениях в этой сфере. Это работа в нейросетях, это работа с распознавателями речи, синтезаторами речи и так далее. Да? Это очень актуальные направления. Функционирование национальных языков в социальных сетях, разновидности электронных образовательных ресурсов, электронных библиотек и словарей, инновационное направление в сфере электронной поддержки национальных языков, подготовка кадров по компьютерной лингвистике. Вот лишь некоторые темы докладов конференции. 12 стран заявили желание участвовать в столь авторитетном мероприятии. Надо сказать, что внедрение информационных технологий в процесс сохранения и развития языка и поддержка национальных языков с помощью компьютерных и интернет-технологий в настоящее время является очень актуальной и стратегически важной задачей практически для всех языков в мире. Сейчас уже практически во всех регионах России и за рубежом ведется работа по внедрению региональных языков в интернет-пространство. Рабочие языки конференции – русский, коми и английский. Организованный синхронный перевод, что соответствует всем международным стандартам. В нашем регионе внедрением коми-языка в интернет-пространство вот уже 10 лет занимается Центр инновационных языковых технологий. В дни конференции специалисты делятся своими разработками. Например, рассказывают об опыте создания электронных словарей, онлайн-переводчиков и газетного подкорпуса языка. В этом году исполняется 10 лет со дня создания в Республике Коми Центра инновационных языковых технологий, которому удалось сделать качественный рывок в области коми-электронной письменности. Разработки нашего центра – это предмет нашей гордости. Они сделали коми-язык доступным из любой точки мира. Позволили применить новейшие технологии в сохранении и продвижении культурного наследия коми-народа. По словам участников, это международная конференция – поиск точек соприкосновения и взаимодействия с разработчиками разных стран для развития электронной письменности России. Анастасия Тюрнина, Олег Юшков, телеканал Юрган.